Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня суббота. Мы съездили в Гафурийский район, Янгыскайын, на Каран. Благополучно съездили, очень проголодались утята. Ну, конечно, внук их кормил. Он у меня помощник, большой уже. Немножко прибрались. Погода хорошая. Тоже в Гафурийском районе сегодня не было дождя. Приехали, здесь все мокро. Был дождь, но не сильный. Завтра обещают тоже 21-25 градусов тепла. Временами, возможно, дождь. От дождя мы, конечно, устали. Надо работать. А дождь нам не дает работать. А вот мои ребята кушают. Они не дерутся, они дружные. Все у них сухо. Стелила я опилку, но воды пьют очень много. Внук говорит: мамочка, я не успеваю наливать воды. Кормушка тут хватает, не беспокойтесь. В комментариях пишут мне мои подписчики, что им воды не хватает, что им тесно, что утятам места нельзя, что им корм не хватает. Не переживайте. Все у них хватает, и места пока хватает. Они вместе спят. Все у них сухо, классно, корм хватает. Воды тоже хватает. Что, мой хороший? А? Цыпленок, утенок. Вон они себе набили. Поели хорошо, пьют сейчас. Ну как, мои хорошие, утята и цыплята подросли или нет? Вот цыпленок. У них уже начинают расти перья. Задницы у них голые. Очень любят кушать траву. Траву я немножко измельчаю, пока они маленькие. Вот так интересно смотреть и наблюдать. Продавщица мне сказала, что эти утята очень любят траву. Да, действительно, очень любят траву. Я собираю много в огороде. Я всю траву в огороде сразу не собираю. Потихоньку собираю, измельчаю, отдаю утятам, цыплятам. Всегда свежая, мягкая трава. После дождя трава очень-очень сочная. Им все нравится. Вот с каким удовольствием они кушают. А ты куда хочешь? А? Вот они. Классные ребята. Молодцы. А почему-то у меня цыплята не больно траву кушают. Кушают они, но не так, как утята. А утята только так уплетают с таким аппетитом. Скоро здесь будет им тесно. Надо будет приготовить утятам место. Не знаю пока, куда их пристроить. Их 40 штук. Под саженцами я насыпала опилки. Когда дождь прекратится, чтобы немножко держалась вода. Лук тоже вырос. Пока шли дожди, все выросло. И трава выросла, и ягоды растут. Но ягоды все в земле, все грязное.
Вода смыла мою грядку опять. Я повторно посадила. Трава-то растет. Но, конечно, есть и морковки. Вот здесь не знаю, что будет. Возможно, придется мне сеять третий раз. Вот же как вода смыла. Ой, были дожди такие. Морковки есть. Но взошли они неровно. Пекинская капуста тоже растет. Есть красная пекинская капуста. У меня их только 2 куста. А это ирис. Я только не поняла, что за куст вот это у меня. Я выписывала из сада Урала. Пересмотреть мои видео мне некогда. Может, мои подписчики кто-то подскажет. Вы мне все знаете. Это вишня карликовая. Посмотрите, столько вишни. Маленькая, да удаленькая. Растет картошка скороспелка. Они очень хорошо взошли. Их у меня мало. А такие простые, не скороспелки, они мало появляются еще. Но жуки сидят. Вот они уже. Аж 2 жука. Парные. Еще вот такой саженец. Не знаю что. И вот еще. Вот это не голубика ли? Не знаю. Когда ягоды появятся, только тогда я узнаю. Вот малина какая ремонтадная. Столько ягод. Одна подписчица у меня спрашивала, чтобы я показала малину, которых в прошлом году посадила. Вот они, моя хорошая, посмотрите. А здесь у меня купаются... Ой, столько трав тут. Здесь у меня салат. Травы много, чем салат. Здесь у меня укропчик, вот здесь петрушки. Тоже надо будет потихоньку прополоть, травки выдергивать. Вот я и в теплице. Здесь у меня растут баклажаны. Они тоже очень хорошо принялись, растут. Ну и трава тоже растет. Надо подвесить огурчиков, но пока у меня нет времени. Все по больницам ходим. Маленькие огурчики появились. Роза их отрывает. Почему-то у меня вот этот кустик пожелтел. Наверное, муравьи есть. Посадила я сюда перчиков. Не знаю, я правильно посадила, не знаю, нет. Может, вообще не положено. О, тут муравьи. Вот они. Срочно надо спасать. Вот они. Хулиганки. Угу. Тоже надо поработать. Все, времени нет. С оплятами, хозяйство. Почти через день ездим в город на обследование. Влажность здесь. Тепло. А на улице уже вот темнеет и становится чуть-чуть холоднее. Затопила я баню. Каждый день баню топлю. Очень люблю баню. Перед сном хорошо сполоснуться. Здесь на улице у меня тоже растут огурчики, но они взошли неровно. Где-то большие, где-то маленькие, где-то вообще ничего нет. Вот абрикосы какие большие уже. Холодные дожди, поэтому петунии тоже очень плохо растут. А вот наша звезда Ютуба. Поздоровайся с подписчиками. Поздоровайся. Че ты, обиделась, что ли? Ух ты моя. А ты целоваться хочешь? Как у тебя дела? Когда родишь? М? Иногда в комментариях я считаю, что сильно натянута шея. Нет, не натянута.
Все нормально. А вот наш животик. Ух ты, моя хорошая. Чё ты животик свой не показываешь? Ну покажись. Вон она какая. Покажись. Ребеночек шевелится. Наверное, будет двойня. Да, моя хорошая? Умненькая ты моя. Ой, грустные глазки. Почему сено так разбросили, а? Чё вы так хулиганите? А? Поздоровайся с подписчиками. Поздоровайся. А то подписчики обидятся. М? Еще, наверное, пару недель будет ходить. Потом родит. Аппетит у нее хороший. Постоянно дожди, холодный дождь, поэтому она пока живет в сарае. На улицу не выпускаю. Боюсь простудить. Все, я пошла, я обиделась. Ты подписчиками не здороваешься. Золотая ты моя. Холёсия ты моя. Посмотри сюда. Ух ты моя. Кушайте, отдыхайте. Ночь уже почти. Угу. Я тоже пойду домой. Спокойной вам ночи. Если б приехала бы Роза, у меня все бы прищипывала. И огурчиков прищипывает. И петунию прищипывает. Мне тоже, конечно, жалко. И я прищипываю. Вот у этой петунии листочки очень крупные. Вот такие есть и вот такие есть. Прищипнем. Как красиво цветет портулак. Машенька моя себя чувствует хорошо. Настроение есть. Завтра поедем в город, повезет нас Юлька. Мы сделаем МРТ. Поедем рано утром, 9 часов утра. Мы должны быть там. Поэтому я попросила Юльку, чтобы она нас повезла. Сейчас Маша считает намаз, хотя болеет. Она ни один намаз не оставляет. Все от и до считает, молится. И мне тоже приятно, когда она считает намаз у меня дома. Спасибо вам, мои хорошие, что вы поддерживаете нас, меня, мою сестренку, мою семью. Пишите хорошие, доброжелательные комментарии. Желаете, чтобы наша Машенька поскорее выздоровела? После таких желаний, как же ей не выздороветь? Конечно, выздоровеет. Но я почему-то спокойна, потому что она рядом со мной. Постараюсь помочь, поддержать и морально, и материально. И надеюсь, что у нее все будет хорошо. Правильный диагноз, хороший результат. Все-таки наши доктора совсем другие. Вежливые, заботливые, внимательные. Пожелайте нам удачи, чтобы у Машеньки все было хорошо. Я надеюсь, все будет хорошо. Я сегодня устала, но хочется что-то снимать. Мой внук и мои внучки хорошо отдыхают в санатории. Каждый день разговариваем. Первый день они скучали, теперь уже привыкают. А Кирюша здесь скучает. Не хотел с маленькими в санатории. Теперь сидит один дома. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.